Прошу всех встать. Провозглашается решение Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики. Именем Кыргызской Республики решение Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики по делу проверки конституционности пунктов 1.4 части 4 статьи 19 Закона Кыргызской Республики об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности в связи с обращением омбудсмена Кыргызской Республики 14 февраля 2018 года. Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики в составе председательствующего судьи Мамырова, судей Абдиева, Айдарбековой, Бубакиева, Касмалиева, Нарынбековой, Ускумбаева, Осмоновой, Саалаева, пресс-секретаря Аблакимовой, с участием обращающей стороны Аралбаева, представителя омбудсмена по доверенности, стороны ответчика Бешембека Камилы, Орзовекулу, Максата, представителя Джорг Кенеша по доверенности, и Абдуллаева Рашана, представителя правительства по доверенности. Иных лиц Касымбекова, постоянного представителя президента в Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики, Шкурбекова, представителя Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики по доверенности, Арзаматова и Джумазаевой, представителя адвокатуры Кыргызской Республики по доверенности, руководствуясь частями 1 и 6 статьи 97 Конституции, статьями 4, 18, 19, 37 и 42 Конституционного закона Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики, рассмотрела в открытом судебном заседании дело проверки конституционности пунктов 1.4 части 4 статьи 19 Закона об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности. Поводом к рассмотрению данного дела явилось представление омбудсмена Кыргызской Республики. Основанием к рассмотрению послужила обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Кыргызской Республики пункту 1.4 части 4 статьи 19 Закона об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности. Заслушав информацию судьи докладчика Ускумбаева, проводившего подготовку дела к судебному заседанию, и исследовав представленный материал, Конституционная палата установила: в Конституционную палату 25 августа 2017 года поступило представление омбудсмена о признании пунктов 1.4 части 4 статьи 19 Закона об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности, противоречащими абзацу 2 части 2, части 3 статьи 16 Конституции. В своем ходатайстве обращающая сторона отмечает, что часть 4 статьи 19 Закона об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности предусматривает освобождение от сдачи квалификационного экзамена, необходимого для получения лицензии на право занятия адвокатской деятельностью, лиц, имеющих 5-летний стаж работы в следственных подразделениях правоохранительных органов в качестве судьи, в отделах аппаратов президента, Джорг Кенеша, правительства, на должностях, требующих наличия высшего юридического образования, а также в качестве депутата Джорг Кенеша, имеющего высшее юридическое образование. АККЧ считает, что освобождение вышеуказанных лиц от сдачи квалификационного экзамена не имеет под собой объективного обоснования. В соответствии с законодательством Кыргызской Республики, адвокатская лицензия необходима для представления интересов участников процесса в рамках уголовного судопроизводства. В иных видах судопроизводства достаточно наличия надлежащей оформленной доверенности. В связи с чем обращающая сторона полагает, что законодатель предусмотрел возможность освобождения сдачи квалификационного экзамена лиц, имеющих 5-летний стаж работы на должность судьи и сотрудников следственных подразделений правоохранительных органов с учетом знаний и навыков, приобретенных ими в течение 5 лет практической деятельности в сфере защиты прав человека в уголовном процессе. Тогда не представляется возможным установить, на каком основании освобождается сдача квалификационного экзамена лица, указанное в пунктах 3.4 часть 4 статьи 19 Закона об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности, когда эта категория лиц в силу своих должностных обязанностей не может иметь надлежащего опыта в сфере уголовного судопроизводства. В то же время обращающая сторона отмечает, что лица, имеющие 5-летний стаж работы в качестве судьи или следователя, если они овладевают знаниями и навыками в сфере защиты прав человека в уголовном процессе в достаточном объеме, могли бы без затруднений подтвердить свои знания и навыки путем сдачи квалификационного экзамена в общеустановленном порядке. При этом обращает внимание на то, что далеко не все судьи вовлечены именно в уголовное судопроизводство. Омбудсмен считает, что оспариваемые нормы нарушают предусмотренное Конституцией положение о равенстве всех перед законом и судом и дают возможность дискриминации по признаку должностного положения. Конституционный принцип равенства всех перед законом и судом является одним из фундаментальных начал правового государства и должен пониматься прежде всего как требование антидискриминационного характера, предполагающее недопустимость установления в законе какого-либо различия, исключения или предпочтения
основан на признаках пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, возраста, вероисповедания, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также иных обстоятельств, ведущих к нарушению равенства правовых возможностей человека-гражданина в различных сферах его общественной и личной жизни. По его мнению, устанавливая определенные изъятия и облегчения из общих правил, включая право на освобождение сдачи квалификационного экзамена, законодатель связан конституционными принципами соразмерности и адекватности и может предоставлять привилегии отдельным категориям граждан только в конституционно признаваемых целях. Кроме того, по мнению омбудсмена, содержание норм, указанных в пунктах 1.4 части 4 статьи 19 Закона об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности, не имея под собой достаточных социальных обоснований, создают исключительные возможности для перечисленных в них субъектов, что в свою очередь ставит иных лиц, отмеченных в пунктах 2.8 части 3 статьи 19 указанного закона, в необоснованно неравное положение по отношению к первым. Принцип равенства граждан должен применяться в диалектической связи с принципами справедливости и гуманизма, считает омбудсмен Кыргызской Республики. Также он отмечает, что в соответствии со статьей 7 Всеобщей декларации прав человека, статьей 26 Международного пакта о гражданских и политических правах, все люди имеют право без всякой дискриминации на равную защиту закона. В этом отношении всякого рода дискриминация должна быть запрещена законом. Закон должен гарантировать всем лицам равную и эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку. Основываясь на изложенном, омбудсмен просит признать оспариваемые нормы противоречащими абзацу 2 части 2, части 3 статьи 16 Конституции. Определением коллегии судей от 9 октября 2017 года данное обращение было принято к производству. В судебном заседании обращающая сторона поддержала свои требования и просит их удовлетворить. Бейшембек Кызы, представляющий интерес стороны ответчика Джорку Кеңеша Кыргызской Республики, не согласилась с доводами обращающей стороны и считает, что оспариваемая норма закона не противоречит Конституции Кыргызской Республики. По ее мнению, оспариваемая норма была введена законодателем с учетом того, что указанные в ней категории лиц, имея 5-летний стаж работы по юридической профессии, могут полноценно осуществлять адвокатскую деятельность. Представитель Джорк Кеңеша отмечает, что сотрудники следственных подразделений и судьи за 5 лет работы на своих должностях в полной мере овладевают навыками работы с нормативно-правовыми актами и их правоприменением. В свою очередь, сотрудники аппаратов президента, Джорку Кеңеша, правительства, занимающие должности, требующие наличия высшего юридического образования, в основном занимаются анализом, экспертизой и разработкой проектов нормативных правовых актов, что в некоторой степени превосходит умение работы с принятым законодательством. Эти качества касаются деятельности депутатов Джорк Кеңеша, имеющих высшее юридическое образование. В этой связи представитель Джорк Кеңеша считает, что оспариваемое нормативное положение в соответствии с абзацем 3 части 2 статьи 16 Конституции является специальной мерой для лиц, имеющих 5-летний стаж работы на должностях, требующих высокого профессионализма, и не может рассматриваться как дискриминационно. Другой представитель Джорк Кеңеш Кыргызской Республики Оразабек Улу поддержал позицию Бейшембек Кызы. Абдуллаев, представляющий интерес стороны ответчика правительства, также не согласился с доводами обращающей стороны и указывает, что адвокатской деятельностью признается квалифицированная юридическая помощь, которая оказывается на профессиональной основе. В этой связи 5-летний юридический стаж на должностях, указанных в части 4 статьи 19 Закона об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности, позволяет этим субъектам полноценно осуществлять адвокатскую деятельность. Представитель правительства отмечает, что принцип равенства всех перед законом судом в полной мере распространяется на правосудие, уголовное и гражданское судопроизводство, действуя во всех стадиях судебного процесса. На деле это означает равное наделение всех лиц, предстающих перед законом и судом, одинаковыми процессуальными правами и обязанностями. Как полагает Абдуллаев, вольное толкование статьи 16 Конституции по аналогии с доводами, изложенными в представлении омбудсмена, в дальнейшем может привести к отмене всех льгот гражданам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, а также положений, которыми предусмотрен особый порядок привлечения к уголовной ответственности депутатов, судей и некоторых других должностных лиц. Учитывая вышеизложенное, представитель правительства считает необоснованным и нелогичным понимание омбудсменом части 4 статьи 19 Закона об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности как привилегию отдельным лицам, входящую в противоречие с положениями статьи 16 Конституции.
Постоянный представитель президента в Конституционной палате Касымбеков считает, что оспариваемая норма является специальными мерами в отношении определенных лиц при наличии всех требуемых документов, за исключением сдачи квалификационного экзамена. По его мнению, такое правовое положение полностью соответствует абзацу 3 части 2 статьи 16 Конституции, согласно которому не является дискриминацией специальной меры, установленной законом и направленной на обеспечение равных возможностей для различных социальных групп в соответствии с международными обязательствами. Как отмечает Касымбеков, в соответствии с порядком проведения квалификационного экзамена для лиц, претендующих на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью, утвержденного постановлением правительства от 30 октября 2017 года номер 711, квалификационный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования. Таким образом, с помощью квалификационного экзамена проверяется только знание претендентов на получение адвокатской лицензии, а не навыки и роли этих лиц, о чем упоминается в представлении омбудсмена Кыргызской Республики. Касымбеков считает, что законодатель установил привилегии для отдельных категорий лиц при условии наличия 5-летнего стажа занятиями соответствующих должностей в определенных государственных органах. Соответственно, при таких обстоятельствах оспариваемая норма не могут рассматриваться как дискриминирующие другие категории лиц. Постоянный представитель президента также отмечает, что законодательство Кыргызской Республики повсеместно предоставляет различные привилегии лицам в зависимости от категорий и групп, и приводит ряд примеров из законодательства других стран. В связи с изложенным Касымбеков считает, что пункты 1.4 части 4 статьи 19 закона об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности не противоречат абзацу 2 части 2, части 3 статьи 16 Конституции. Представитель Генеральной прокуратуры Шукурбеков не согласился с доводами обращающей стороны и указывает, что закрепленное в Конституции положение о равенстве всех перед законом судом предполагает обеспечение равной ответственности всех граждан перед законом. Оспариваемая же норма предоставляет льготы при получении лицензии юристам, имеющим 5-летний стаж работы по специальности. При этом лиц, имеющих годичный стаж работы, обязывает пройти квалификационный экзамен. Шукурбеков отмечает, что статья 19 Закона об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности предоставляет право на получение лицензии всем лицам, имеющим высшее юридическое образование, без каких-либо исключений. Оспариваемое нормативное положение не может противоречить Конституции, так как содержит специальные меры, направленные на обеспечение равных возможностей для различных социальных групп, которые в силу абзаца 3 части 2 статьи 16 Конституции не могут считаться дискриминационными. Представитель адвокатуры Кыргызской Республики Арзаматов поддержал требования ККЧ и считает, что выделение указанных категорий граждан из общего числа претендентов на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью и предоставлением привилегий без преследования конституционно значимой цели является необоснованным. По его мнению, адвокатура представляет собой один из фундаментальных институтов правового государства, а адвокат – это фигура, которая призвана обеспечить реализацию прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией. Правильная организация адвокатуры и единый подход к принципам допуска к адвокатской деятельности являются залогом оказания качественной юридической помощи. Однако законодатель, предусмотрев привилегию для определенной категории лиц, то есть право на получение адвокатской лицензии без сдачи квалификационного экзамена, создал неравные условия для других претендентов. Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики, обсудив доводы сторон, выслушав мнение иных лиц и исследовав материал дела, пришла к следующим выводам. Первое. В соответствии с частью 4 статьи 19 Конституционного закона Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики, Конституционная палата выносит акты по предмету, затронутому в обращении, лишь в отношении той части нормативного правового акта, конституционность которой подвергается сомнению. Таким образом, предметом рассмотрения Конституционной палаты по данному делу является пункт 1.4 части 4 статьи 19 закона об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности. Закон Кыргызской Республики об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности от 14 июля 2014 года номер 135 принят в соответствии с порядком, установленным законодательством, опубликован в газете «Эркинто» 22 июля 2014 года номер 57, внесен в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики и является действующим. Второе. В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики общественная жизнь в стране базируется на принципе недискриминации каждого по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущества или иного положения, а также других обстоятельств. Абзац 2 части 2 статьи 16. В
соответствии с позицией Конституционной палаты, выраженной в ее решении от 16 ноября 2016 года, под конституционным принципом недискриминации понимается конституционный запрет ограничения или ущемления прав, свобод и законных интересов личности в зависимости от ее антропологических или социальных особенностей. При этом любая дифференциация правового регулирования, приводящая к различиям в правах и обязанностях субъектов права, должна осуществляться законодателем с соблюдением требований части 2 статьи 20 Конституции, в силу которой ограничения допустимы, если они объективно оправданы, обоснованы и преследуют конституционно значимые цели, а вводимые ограничения, используемые для достижения этих целей, должны быть соразмерны им. Конституция Кыргызской Республики также закрепляет принцип равенства всех перед законом и судом, часть 3 статьи 16. Конституционный принцип равенства всех перед законом и судом представляет из себя требование о недопустимости установления в законе какого-либо различия, исключения или предпочтения, основанного на признаках пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических и иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств, ведущих к нарушению равенства правовых возможностей человека-гражданина в различных сферах его общественной и личной жизни. Субъекты права при равных условиях должны находиться в равном положении. Принцип равенства означает, помимо прочего, запрет вводить различия в правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории, которая не имеет объективно разумного оправдания. В этом контексте право законодателя устанавливать определенные изъятия и облегчения из общего порядка для определенных субъектов в зависимости от выполняемых ими функций может быть допустимым исключительно при их направленности на достижение общезначимых конституционных целей. Такая правовая позиция была выражена Конституционной палатой Верховного суда Кыргызской Республики в решениях от 8 апреля 2015 года и от 22 февраля 2017 года. Третье. Конституция провозглашает права и свободу человека высшей ценностью. Они действуют непосредственно, определяя смысл содержания деятельности законодательной, исполнительной власти и органов местного самоуправления. Статья 16. Обязанность признания, охраны и защиты прав и свобод человека посредством обеспечения справедливого суда возложена на государство. Конституция, провозглашая Кыргызскую республику демократическим и правовым государством, устанавливает в многочисленных своих положениях право каждого на судебную защиту, право на независимое, справедливое, компетентное и эффективное правосудие, а также на получение квалифицированной юридической помощи, а в случаях, указанных в законодательстве, за счет государства. Основной закон требует от государства предоставления каждому возможности получения квалифицированной юридической помощи в каждом случае, когда такая необходимость возникла для полного восстановления его в правах. Это обстоятельство объясняет повышенное требование к уровню квалификации адвоката, его поведению в добросовестном исполнении им взятых на себя обязательств, как субъекту, непосредственно участвующему в достижении цели правосудия. В этом заключается необходимость закрепления на законодательном уровне механизма, исключающего возможность неподготовленным или не отвечающим профессиональным требованиям лицам получить доступ к предоставлению правовой помощи. Адвокатская деятельность является особой сферой пересечения частно-правовых интересов граждан и публично-правовых интересов государства. Соответственно, вопрос установления надлежащих юридических процедур, определения содержательных стандартов для установления уровня квалифицированности юридической помощи, а также определения критериев и условий допуска лиц в сферу адвокатской профессии не могут быть оставлены без особого внимания со стороны государства. От этого зависит не только качество оказываемой правовой помощи, но и успешность усилий государства в сфере обеспечения эффективного правосудия. Правосудие обладает высшей степенью социальной значимости, и в механизме его отправления с учетом таких непременных условий судебного процесса, как ее состязательность и равноправие сторон, адвокатам отводится центральное место. Адвокатом в соответствии с действующим законодательством является гражданин Кыргызской Республики, получивший установленным законом порядка лицензию на право занятия адвокатской деятельностью и являющийся членом профессионального сообщества адвокатуры. Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими лицензию на право занятия адвокатской деятельностью в порядке, установленным законодательством, физическим и юридическим лицам, государственным органам, органам местного самоуправления в целях защиты их прав, свобод и законных интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. Профессиональная деятельность адвоката должны строится на принципах компетентности, честности, добросовестности, ответственности и конфиденциальности
И эти правовые позиции были выражены Конституционной палатой Верховного суда Кыргызской Республики в решении от 11 марта 2015 года. Четвертое. Государство при выполнении конституционно значимой задачи по построению эффективной системы правосудия и обеспечению всеобщего доступа к средствам квалифицированной юридической помощи не может обойтись без специальной системы отбора лиц, на которых будет возложено предоставление юридической помощи. Государство, учитывая публичную значимость оказания квалифицированной юридической помощи, обязано устанавливать определенные профессиональные и иные требования к адвокатам, а также определять необходимые условия допуска тех или иных лиц к профессиональной адвокатской деятельности, поскольку от качества оказываемой ими юридической помощи напрямую зависит успешность функционирования всей системы правосудия. Ввиду этого представляется вполне оправданным отнесение адвокатской деятельности к лицензируемым видам деятельности. А к основным принципам лицензирования принципа равных оснований и условий выдачи лицензий как логическое продолжение конституционного принципа равенства в законодательстве. Пункт 2 части 2 статьи 5, пункт 37 статьи 15 Закона о лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике. В силу особенностей своих услуг адвокат является особым субъектом, на которого законом возлагается конституционно значимая функция. Причем, как само оказание юридической помощи, так и ее качество становятся обязанностью, а не правом адвоката. В соответствии с частью 1 статьи 19 Закона об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности, лицензию на право занятия адвокатской деятельностью вправе получить гражданин Кыргызской Республики, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее 1 года, сдавший квалификационный экзамен. Понятие «квалификационный экзамен» означает процедуру оценки знания претендента на соответствие квалификационному минимуму. Квалификационный экзамен призван выявить реально теоретические и практические знания претендента и объективно оценить его профессиональную пригодность для осуществления адвокатской деятельности. В соответствии с пунктом 6 порядка проведения квалификационных экзаменов для лиц, претендующих на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью, утвержденного постановлением правительства от 30 октября 2017 года номер 711, квалификационный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования, которое, кроме некоторых формальностей, по сути является единственным испытанием для претендентов. Оспариваемая же на предмет конституционности часть 4 статьи 19 Закона об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности определяет, что лица, имеющие 5-летний стаж работы в следственных подразделениях правоохранительных органов, в качестве судьи, в отделах аппаратов президента, Джорг Кингеша, правительства, на должностях, требующих наличия высшего юридического образования, в качестве депутата Джорг Кингеша, имеющего высшее юридическое образование, полностью освобождается от сдачи квалификационного экзамена, необходимого для получения лицензии на право занятия адвокатской деятельности. Исходя из норм и духа Конституции, законодатель в своей нормотворческой деятельности обязан строго придерживаться принципов равноправия и недискриминации как выражение и внедрение в жизнь общества идеи социальной справедливости. Это означает, что за исключением очевидно необходимых случаев, все люди должны обладать одинаковым правовым статусом, то есть иметь права, свободы и обязанности одинакового объема и содержания, а также одинаковые возможности по их реализации и защите. Действительно, абзац 3 части 2 статьи 16 Конституции устанавливает, что не является дискриминацией специальной меры, установленной законом и направленной на обеспечение равных возможностей для различных социальных групп в соответствии с международными обязательствами. Между тем, различия в правовом статусе разных лиц имеют право на существование лишь поскольку их становление способно преодолеть формальное равенство с целью обеспечения большей социальной справедливости, но никак не усугублять неравенство и не порождать новую несправедливость. Допустимость и целесообразность установления в правовых нормах соразмерных различий в юридическом статусе разных категорий лиц, в частности закрепление для отдельных из них льгот или привилегий, возможно исключительно в целях позитивной дискриминации, когда посредством применения принципа формального равноправия добиться справедливого положения вещей в какой-либо сфере общественной жизни или по отношению к какой-либо категории лиц становится невозможным. Другими словами, позитивная дискриминация означает совершение государством позитивных действий, направленных на установление фактического равноправия в обществе посредством предоставления повышенных гарантий более уязвимым по каким-либо признакам категории лиц. И это меры по предоставлению последним некоторых преимуществ, которые позволят создать им равные возможности с другими социальными группами в обществе
при удовлетворении экономических, социальных, духовных и иных потребностей человека. Нарушением принципа равноправия и недискриминации является не сам факт наличия в законодательстве отступления от него, а установление ничем не оправданных привилегий для отдельных категорий граждан. Кроме того, отступления не могут носить индивидуальный характер, они должны приниматься и распространяться на целые социальные группы. В связи с изложенным Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики отмечает, что понимание стороны ответчика конституционно-правового смысла абзаца 3 части 2 статьи 16 Конституции о предназначении и степени допустимости специальных мер является неверным. Таким образом, установленное законодателем отступление из общего правила, создавая исключительные возможности для лиц, перечисленных в пунктах 1, 2, 3, 4, части 4 статьи 19 Закона об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности, не имеют объективного и разумного оправдания и не соотносятся с конституционно значимыми целями, ставят их в неравное правовое положение по отношению к иным субъектам и создают правовую основу для неравенства. В то же время Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики не усматривает в оспариваемых нормах признаков нарушения конституционного принципа недискриминации, так как они не содержат правовых положений, ущемляющих или иным образом ограничивающих правовой статус других претендентов на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью, в зависимости от их антропологических или социальных качеств. На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 1 части 6, частями 8 и 9 статьи 97 Конституции, статьями 46, 47, 48, 51 и 52 Конституционного закона Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики, Конституционная палата решила. Первое. Признать пункт 1, 2, 3, 4, части 1 статьи 19 Закона об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности противоречащими части 3 статьи 16 Конституции Кыргызской Республики. Второе. Решение окончательно и обжалованию не подлежит, вступает в силу с момента провозглашения. Третье. Решение обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц и подлежит исполнению на всей территории республики. Четвертое. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях органов государственной власти на официальном сайте Конституционной палаты и в Вестнике Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики. Решение принято при одном особом мнении судьи касательно судей. Решение понятно сторонам? Заседание суда объявляется закрытым.